7 часов утра 19 марта. Утренняя температура минус 9, 9,4. Но на солнце эта температура сильно не ощущается. Тепло. Сегодня у меня план фикс. Пару дней назад еще ночью было минус 25. Вчера ударила капитальная оттепель. Сегодня 18 марта 22 года. Ну, весна точно приближается. Было 8,2. Плюс. Такого еще не было. Весна наступает. Больше плюс 8 градусов. С крыш таратает первый сорт. Ну, сегодня минус 8. Скорее всего, образовался наст. С таким солнцем большая вероятность, что в обед и дальше будет он таять, то бишь снег будет проваливаться. По утреннему насту хочу посмотреть, где тут напрямик ездят по болотам. Весенний наст дело такое. Хитрое. Ошибся со временем, хрен потом выйдет. Поэтому берем причиндалы. А причиндалы у меня простые. В первую очередь лыжи. Для более плавного хода. 3 года назад, в марте, правда, тогда была длительная оттепель, медведь вышел. И тут под поселком по болоту прошелся. Ну, в моем возрасте сильно сопротивляться вряд ли смогу, но здоровье потрачу человеку. Инструменты. Продукты на сутки. Так, ну, бензин на всякий пожарный. Вроде все. Что весенний наст абсолютно ненадежная штука, особенно если днем тепло. Впервые осознал в 4 классе, когда мы вчетвером, Микуленко, Дементьев, Селиванов и я, как горные козочки по насту пошли гулять в выходной день, в лес. До обеда гулять было замечательно. После обеда стали проваливаться, еле обратно вышли. Кошмар. Хотя были легонькие. Что там пацаны в 4 классе? Проваливались, будь здоров. Калориев тогда потратили, тоже будь здоров. Поэтому лыжи на всякий случай берем. Поехали! Прощай цивилизации, уезжаем в болото. Ну что, здравствуй, болото. Так, насколько я знаю, мне надо туда. 8 градусов, вроде мороз такой-сякой, но морозиться неохота. Закрываемся. 8 часов. Месяц назад темень еще была, а тут, блин, солнце так светит. Ну что, махнем по болоту. Вчера было плюс 8, сегодня утром минус 8. Интересно, какой наст образовался? Человека держит? О! О! Хе-хе-хе. Не особо. Не зря лыжи взял, не зря. Надеюсь, еду правильно. Мне надо съехать с крутого бугра на это болото. Для моего снегохода как крутовато горка. Какой-то ручей тут есть. А где он? Там. Ну, проверим оттуда.
какая-то ложбинка, больно мелкая и крутая. Вряд ли здесь ездят. Ладно, пройдемся немножко еще вперед. Может, тот ручей я уже и проехал. Доехал до лощины, которая вроде более полого спускается. Но в самом конце не видно, как круто обрывается. Интересно, попробовать что ли? О, если атеист перекрестится, это ему поможет или нет? Ой, ладно. Съедем немножко вниз, а там видно будет, креститься или не креститься. Спускаемся. Ну, мать моя, поехали. Сзади вроде все нормально. Впереди тоже терпимо. Едем дальше. Блин, поперечное дерево. Так, а дальше куда? Куда? Вперед! Так, если бы я вперед проехал 200 метров, тут не ручей, а супер ручей, впадина. И намного удобнее спускаться. Эта впадина в бугре намного удобнее для спуска. Для подъема моей 9-сильной собаки не знаю. Да, при езде на собаках полезно оглядываться время от времени. Когда спускался, где-то дерево зацепил и сдернул на этом болоте. Сильно провалится или нет? О, а тут человека держит. Ой, почти. Ой, о! Да, держит, конечно. Ой. Ну, что ж ты такой? Соскакивающий. Но тут у меня болото переходит в болото. И чтобы не заплутать, лучше достать карту, чтобы не рыскать. А то в этих болотах заблудиться, расплюнуть. Ничего себе! 35 спутников. Это что, их там в 2 раза больше, что ли, стало? Шпионов. Еще недавно 17 спутников увидишь, и то уже достаточно много. А тут 35. Через 1,5 километра в ту степь. Так, а дальше куда? Валерий, помнишь, тебя Петрович тут тебя отвозил в избушку на снегоходе? Конец болота зашел, а тут в конце сосняк такой мелкий. Слева или вправо мне это заезжать, чтобы на бугор выйти? А лесок не помнишь, что он слева или справа объезжаешь? Ну ладно, я запасной бензин взял, посмотрю. Ну, не попаду, сразу вернусь и по другому месту. Уже плюсовая? Сколько? Ни хрена себе, как солнце быстро разогревает. Не могу сказать, что нас, но вот этот плотный снег, что сверху образовался, он снегоход держит, там буквально сантиметры тонет. Но это уже опасно становится. Если проваливаться снег начнет при оттепели, хреново. Можно тут застрять, будь здоров. Так что я полчаса, если за полчаса не найду этот самый дорогу, ну в смысле этот бугор, то возвращаюсь. +2. Для весенней зимы это уже опасное дело. Если снег отсыреет, проваливаться будет до земли. Зарежешься за милую душу. Запросто лыжи тогда сломаешь. Ладно, полчаса у нас. Будем считать есть. В принципе, выехал на последнее болото, которое я должен был проехать. Так, сейчас надо определиться, куда дальше.